Муса Гареев. Имя, некогда известное каждому жителю Башкортостана и далеко за его пределами. Сегодня в связи с падением уровня образованности, интереса к Великой Отечественной войне, далеко не все молодые люди ответят, кем был этот человек. Между тем, Муса Гареев является самым прославленным воином земли башкирской, единственным в республике дважды героем Советского Союза. Родившись в башкирской глубинке, он мог пойти по типичному для сельского жителя пути, стать, например, трактористом или агрономом, одним словом, быть человеком земли. Но однажды, увидев высоко над землей самолет, он отчаянно полюбил иную стихию. Война была для него хотя и важнейшим событием в жизни, но все же вынужденным отклонением от главной цели – летать и покорять небо. Муса Гареев родился 9 июня 1922 года в деревне Илекшиды, что находится ныне в Илишевском районе Республики Башкортостан. Вот его родители Гайса, правильнее даже сказать Гиса, как в документах, например, дореволюционного еще периода, и его мать Гульнафиса, они были башкирами из рода Ельдяк. Отец был родом из деревни Илекшиде, мать тоже из рода Ельдяк, из деревни Иманликулева, которая находится сейчас в составе Чекмагушевского района, а деревня Илекшиде в Илишевском районе. В карточке сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 1917 году Временным правительством России, об отце нашего героя читаем: Гиса Ахмед Гареев, сословие вотчинник, национальность башкир. В хозяйстве имелось 2 лошади, 2 коровы, 2 телят и 11 голов мелкого рогатого скота. Был небольшой надел земли. Одним словом, Ахмедгареевы были семьей среднего достатка. Дед Гайса был человек, видавший виды, огневодно-медный труд прошел. В Первую мировую он в кавалерии воевал. В 15 году в Галиции ему почти перерубили руку в сабельном бою. Вот. Потом он там на всяких стройках там, социализма был, даже Ленинскую библиотеку строил, каменщиком работал. В общем, человек такой много видевший, много знающий, хотя и деревенский, так сказать, мужик такой, крестьянин настоящий был. Бывший кавалерист Гайса Ахмедгареев, благодаря ранению во время Первой мировой, избежал участия в братоубийственной гражданской войне, чему был очень рад. Что касается разночтения его имени, то в метрической записи Магометанского духовного собрания от 29 марта 1890 года читаем: «Новорожденный Иса, отец башкир Ахмед Гарей, сын Абд-Ракиба». Арабское имя Иса, соответствующее христианскому Иисус, пишется через букву «айн», которая на языке оригинала выражается в форме гортанного звука, похожего на проглоченную букву «г». Однако башкиры и татары не только прочитывали его как твердое «г», но и видоизменили имя Иса в форму Гайса, подобно тому, как англичане превратили имя Микаэль в Майкл. Что касается фамилии Ахмедгареев, то она была сокращена за счет первой части и стала просто Гареев. В 1929 году семья Гареевых, а с ними еще около 20 домохозяйств, в нескольких километрах от прежнего места жительства, основывают выселок Таш-Чешма, то есть Каменный Ключ, где организуют первый в районе колхоз. Однако маленький Муса возвращается обратно и идет учиться в начальную школу родного аула Илекшиды, а затем в семилетку села Бишкурай. Об этом напоминает большой гранитный бюст, стоящий в школьном музее. И вот по его рассказам вот две вещи на него произвели впечатление. Это когда он первый раз увидел железную дорогу, паровоз, влюбился, а паровоз такая техника, она и сейчас производит впечатление интересное, не то, что там всякие скоростные электрички, она как живое, там все двигается. Вот. И увидели летящий самолет. Вот. Ну, а самолет он вообще поразил. В
Впечатление от увиденного было настолько сильным, что Муса и его друг Маталлаб тайно подают документы в Уфимский железнодорожный техникум. Когда об этом стало известно, мать долго плакала и причитала. Как-никак Муса был единственным в семье ребенком мужского пола. Однако отец неожиданно согласился с его решением. Когда в 15 лет сюда привезли в Уфу, дед его привез в техникум поступать железнодорожный. И как только возможность появилась, он в аэроклуб записался. Причем в те времена это было достаточно сложно, даже не то, что достаточно, очень сложно, потому что это было за рекой, паромная переправа, это где сейчас там поселок 8 марта. Есть только пешком, туда ни на чем не доходишь, а это рано утром надо там было быть, а потом обратно вернуться. То есть это только на энтузиазме, на большом желании. Уфимский аэроклуб был открыт в 1934 году. Первоначально располагал лишь фанерным самолетом У-2. В годы Великой Отечественной войны 14 его воспитанников были удостоены звания Герой Советского Союза. Шел 1937 год, когда по всей стране гремят имена советских летчиков Чкалова, Байдукова и Белякова, совершивших беспосадочный перелет через Северный полюс в американский Ванкувер, что было тогда равносильно полету на Марс. Поэтому паровозы меркнут в глазах Мусы, и он, пройдя строгую медкомиссию, записывается в Уфимский аэроклуб. А по окончании курсов, опять втайне от родителей, поступает в Энгельсскую военную авиационную школу. Узнав об этом, мать запричитала, вспомнила историю, как Муса с ребятами вытащили из журавлиного гнезда яйцо, принесли его домой и подложили под гусыню. Вскоре вылупился журавленок. Всех поразило то, что над их домом еще долгое время кружила, жалобно курлыкая, пара журавлей. Вспоминая этот случай, Гульнафиса Гареева твердила, что эта журавлиха позвала Мусу в небо за то, что она не поняла в свое время ее материнское горе. Однако отец, как всегда, был тверд и лишь сказал сыну: «Помни, Муса, свой край. Помни, что ты один из первых башкирских парней, которым Родина дала крылья». Когда война началась, там получилось. Я еще в детстве глубоком помню, как они с мамой рассказывали, что говорит, слава Богу, он, конечно, не таким славой, что на бомбардировщики не попал, потому что, как это его помню слова были, что эти СБ горели как свечки. Но это действительно так было, потому что там не было протектирования баков, и малейшее попадание все горело-то. И тут просто случайно там объявили набор на новый самолет, на штурмовики было, и значит, он вызвался. В то время воздушные силы Советского Союза состояли из бомбардировщиков, истребителей и самолетов-разведчиков. Штурмовой авиации просто не существовало. Однако ее необходимость четко осознавалась. Поэтому в начале войны появляются первые штурмовые авиаэскадрильи, состоявшие из самолетов Р-5, РЗ и 15 БИС. Однако они были очень уязвимы и не могли в полной мере выполнять функции штурмовика. В это время советским конструктором Ильюшиным был разработан специально штурмовик Ил-2, который должен был обеспечивать поддержку с воздуха наземных операций. Основная задача была уничтожение танков, бронетехники противника, атака на пехотные узлы сопротивления и на атакующую пехоту, бомбежка штабов и различных объектов в ближайшем тылу противника и, собственно говоря, поддержка наступающих частей. Мусе Гарееву и его товарищам пришлось почти год ждать поступления Ил-2 на фронт, а затем еще переучиваться на летчиков-штурмовиков. Однако это того стоило. Ил-2 – самый массовый боевой самолет в истории авиации. Всего было выпущено более 36 тысяч машин. Конструкторы называли его летающим танком, а гитлеровцы прозвали его «Шварцер Тот», дословно «черной смертью».
Это был один из лучших самолетов штурмовой авиации, потому что он имел две авиапушки, 20-миллиметровые, потом были 37-миллиметровые. Он имел два пулемета штурмовых, еще пулемет для защиты, сзади стрелок им стрелял. И он нес на себе бомбовую нагрузку до 400 килограмм и нес на себе реактивные неуправляемые снаряды. Это была очень мощная сила. Немцы называли Ил-2 Шварцтот, но иногда переводят как «черная смерть». На самом деле Шварцтот означает «чума». Немцы это Ил-2 называли самолет «Чума». И его атаки, конечно, были совершенно страшными для немецких и танков, и бронетранспортеров, и для наступающей пехоты. На этой грозной машине летчик Муса Гареев принял участие в битве под Сталинградом. Прилетев на место назначения, Муса Гареев удивился тому, что на аэродроме его с товарищами встретили всего лишь несколько человек. Тут-то и открылась горькая правда войны. Оказывается, в 944-м штурмовом полку, куда они прибыли, осталось всего 5 человек. Остальные погибли в предыдущих боях. Превосходство Люфтваффе было подавляющим. В начале войны немецкие асы сбивали наши самолеты сотнями. В свой первый вылет Гареев лишь повторял действия ведущего самолета. В своей книге «Штурмовики идут на цель» он писал: «Все происходит так стремительно, что не успеваю даже оглядеться, рассмотреть что-либо. Куда стреляю, не вижу. Все мое внимание сосредоточено на ведущем, и кроме него я не вижу ничего. Вот от его самолета отделяются бомбы. Сбрасываю бомбы и я. Выхожу из пике, набираю высоту, разворачиваюсь, и вслед за ним снова устремляюсь вниз». Слава богу, так все успешно прошло, без потерь. Когда вернулись, командиры стали всех опрашивать, кто что видел. Появились рассказчики, которые много что говорили. Вот. Потом до него очередь дошла, говорит: ты что видел? Он говорит: а я, говорит, ничего, говорит, не видел. Я, говорит, это сам смотрел за вами, что вы делали, то и делал. Вот, говорит, единственный человек, который не соврал, потому что в первом бою никто ничего не видит и не понимает. Муса Гареев в короткие сроки открыл в себе удивительную способность ориентироваться в воздухе при любой ситуации. У него как бы возникала перед глазами трехмерная картина пространства, хотя в то время навигационной и локационной аппаратуры на самолетах еще не было. Но самое главное, он уяснил, что безрассудная храбрость не только не помогает, но, напротив, мешает выполнению боевой задачи, ставит под удар как самого летчика, так и все его подразделение. Как правило, начинающие пилоты погибали уже во втором-третьем боевом вылете. Выживали единицы. Среди них был Гареев. О летном мастерстве Мусы Гареева говорит один красноречивый факт. Дело в том, что Ил-2 первоначально был одноместным самолетом. Кабина пилота и двигатель были защищены бронированной капсулой, что делало машину удивительно живучей. Однако у нее была своя ахиллесова пята. Когда немецкие истребители заходили к нему сзади, самолет оказывался абсолютно беззащитным. Тогда было решено сделать самолет двухместным. Спиной к пилоту теперь сидел стрелок, вооруженный пулеметом, и отбивал атаки противника сзади. Это нововведение резко сократило число потерь. Беда была только в том, что пулеметчик не был защищен броней, и чаще летчика становился жертвой немецких пуль и снарядов. Но только не у Гареева. В принципе, по статистике на одного погибшего штурмовика летчика 7 стрелков приходится. Но поскольку достать его трудно было, и атакующий истребитель первым делом поставить стрелка убить, иначе не возьмешь. Поэтому стрелков было много. Вот дядя Саша с папой, они пролетали до конца войны живые и здоровые. Ну, конечно, были там всякие вещи, но тем не менее. Уроженец Челябинска Александр Кирьянов был стрелком Мусы Гареева. К концу войны он стал полным кавалером Ордена Славы. Боевой путь их тандема начался в 1943 году, а закончился в победном 1945. Таким образом, Кирьянов остался жив лишь благодаря боевой выучке и тактическому искусству Гареева, которому приходилось одновременно решать сразу несколько задач: вести самолет в нужном направлении, думать о его живучести, наконец, поражать цели. Ну, летчики бомбили обычно на
так сказать, навскидку, как они говорили, потому что во время боя, находясь на высоте 150 метров от земли, подвергаясь бесконечным обстрелам земли противовоздушной обороны противника и стрелкового оружия, конечно же, развернуться для прицельного бомбометания было очень сложно. Самолеты в первом же заходе сбрасывали бомбы, затем они атаковали неуправляемыми реактивными снарядами, а вот уже на третий заход они шли пушками. Пушками можно было управлять, самолет уже хорошо маневрировал, и пушки могли стрелять по технике противника, по штабам, по пехоте, что, собственно говоря, Гареев успешно и выполнял во время своих боевых вылетов. Штурмовик Ил-2 часто действовал как самолет-истребитель против вражеских бомбардировщиков, но в обычной практике сам нуждался в сопровождении. Иногда между летчиками-истребителями и штурмовиками возникала несогласованность, в результате чего последние несли потери. После одного такого неудачного вылета Муса Гареев с товарищами пошли выяснять с ними отношения. Там доходило до драки, потому что это был соседний истребительный авиаполк, который обеспечивал прикрытие. И вот они, 21-22 года, мальчишки еще, значит, прикрытие плохое было, потери принесли, пошли, значит, это самое, морду бить истребители. Почему они ушли? Ну, а те не могли, это, у него горючее меньше, не может долго находиться на этим местом. Вот. Пошли там выяснять отношения. Драка с летчиками-истребителями так и не произошла. Вместо этого Муса Гареев познакомился с легендарным Ахмедханом Султаном. Их дружба затем длилась многие десятилетия. Ахмедхан Султан – летчик-истребитель крымско-татарского происхождения, дважды Герой Советского Союза. После Великой Отечественной войны летчик-испытатель летно-исследовательского института в Жуковском. Погиб в 1971 году во время испытательного полета. Во время войны советские летчики, которых поспешно готовили летные школы, кровью оплачивали пробелы обучения. На практике, осваивая теорию, а недостающие часы учебных полетов наверстывали в реальной боевой обстановке. Тактические приемы карусель, ножницы, качели и другие были изучены ими не в учебных классах, а в воздушных боях. В результате уже в 1943 году можно было наблюдать следующую картину. Боевые порядки советских штурмовиков выполняют свою задачу, а немецкие мессершмитты лишь наблюдают со стороны за их разрушительной работой, поскольку уже не рискуют идти на заведомо неизбежные потери. За участие в Сталинградской битве Муса Гареев получил свою первую боевую награду. За 9 боевых вылетов гвардии младший лейтенант Гареев уничтожил 3 самолета «Юнкерс-52», 2 танка, 6 автомашин и 30-40 солдат и офицеров. За проявленную доблесть и мужество по уничтожению немецких оккупантов достоин представления к правительственной награде орденом «Красная звезда». Командир 76-го гвардейского штурмового авиаполка майор Семенов. Обладая удивительным чутьем, тактическим мастерством и хладнокровием, Муса Гареев стал одним из лучших штурмовиков воздушных сил. Его способности замечать все вокруг себя удивлялся даже стрелок Александр Кирьянов. Он дядя Саша рассказывал, что говорит, я сижу спиной, вернее, это самое, лицом к хвосту, истребитель заходит со стороны хвоста, говорит, и он сидит за бронестенкой, спинкой, лицом вперед. Вот, еще обзор там тоже, естественно, ограничен, там бронеколпаки, все прочее. Я по переговорному устройству слышу голос, говорит, Саша, слева снизу мессеры. Я, говорит, их не вижу, потом, да, действительно, так. Говорит, как он это чувствовал, я, говорит, до сих пор не понимаю. Я Саша сам рассказывал. На войне Муса Гареев нашел свою половину. Его избранницей стала сибирячка Галина Мигунова, служившая в их полку укладчицей парашютов. Сыграли фронтовую свадьбу, и все пошло своим чередом, с той лишь разницей, что теперь окончание каждого его боевого вылета больше, чем все остальные, ожидало одно трепещущее девичье сердце. Возможно, это обстоятельство подстегивало в Гарееве стремление воевать, так сказать, умно. Конечно, во время войны то, что не проявилось, это великолепная
тактическое мастерство. То есть никогда не действовал, что называется, нахрапом, что называется, это самое, разрывать няшу на груди, ты грудью на образу, все очень умно воевал, поэтому быстро его стали продвигать по лестнице. Это все, очень быстро стал командиром звена, командиром эскадрильи, потом даже до штурмана полка. А Мусе Гарееву в тот момент был всего лишь 21 год. Если взглянуть в личную летную книжку, то можно увидеть, насколько плотным был график его работы. Временами почти ежедневные вылеты для бомбометания и штурмовки, перелеты на другие аэродромы, облеты новых самолетов, отработка тактических приемов в составе звеньев. Одним словом, каждодневная напряженная работа, в которой нет места расслабленности и благодушию. Трижды Герой Советского Союза, летчик-истребитель Александр Покрышкин писал: «Пожалуй, ни одна профессия не расставляет людей с такой справедливостью, как летная. Тут не поможет ничто, если ты сам не умеешь работать. Работать днем и ночью, в воздухе и на земле. Надо быть смелым всегда, собранным всегда, готовым к полету всегда. А это достигается только каждодневным трудом, тренировкой. Именно в этом, а не в небрежно наброшенной на плечи тужурке до белозубой улыбки своего парня, настоящая романтика летного искусства. Лучше и не скажешь». После Сталинградской битвы Муса Гареев воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. Интересно, что во многих местах его авиаполк действовал именно там, где сражалась легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия. Он в воздухе, башкирская кавалерия на земле. После войны Герой Советского Союза генерал-майор Тагир Кусимов и дважды герой-полковник Муса Гареев встретятся в военной академии имени Фрунзе. Двум героям, наверное, было о чем поговорить. Но это будет потом. А пока 76-й гвардейский штурмовой авиаполк воевал в Восточной Пруссии. Награды сыпались на Гареева, как из рога изобилия. Но они не успевали за его стремительными перемещениями по фронту. При освобождении Белоруссии уже в 1944 году, летом, он был представлен снова к званию героя. Но представление очень долго ходило по инстанциям, утверждалось в Верховном Совете СССР, и указ о награждении его Золотой звездой Героя Советского Союза вышел только 23 февраля 1945 года. Но за этот период он уже совершил опять очень много боевых вылетов. И поэтому второй указ о награждении его второй золотой медалью вышел через 2 месяца практически, 19 апреля 1945 года. И 2 звезды Героя Советского Союза ему вручал старейший генерал, замечательный генерал Хрюкин Тимофей Тимофеевич. Когда вручил 2 золотые медали, сказал: «Муса, запомни этот день. Еще кому посчастливилось получить такую награду одновременно». А потом не только я, все остальные отметили, что другого факта такого не было. В этот же день ему были вручены еще 2 ордена, которыми он был награжден за другие дела. После вручения наград Муса Гареев был отстранен от боевых вылетов. Боевые товарищи Мусы Гайсиновича взмолились перед командиром полка: отберите у него самолет. Мы должны сберечь дважды Героя Советского Союза. Он был один в полку. А войну мы сами без него закончим. И действительно появился приказ. Муса Гайсинович вроде был переведен на штабную работу. Однако, несмотря на запрет, он все же совершил свой последний боевой вылет, едва не стоивший ему жизни. Видя, как тоскует Гареев, заместитель начальника штаба майор Шевчук предложил ему самовольно вылететь на Балтийскую косу, которая тянулась от Пиллау, ныне город Балтийск, до Данцига. На узкой полосе суши длиной 65 километров скопилась большая группировка отступающих немцев. Сев в самолет, они пролетели вдоль всей косы, совершив разведку и бомбардировку противника.
Однако ответный огонь врага был настолько сильным, что самолет был практически разрушен. Получилось, как в известной песне военных лет в исполнении Утесова. Ну дела, ночь была, и объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Когда прилетели обратно, обнаружилось, что лонжерон, то есть это балка, на которой крыло держится, перебит на 50% осколком. То есть еще чуть-чуть у них крыло сложилось, и до свидания. Но после этого их цап-царап и отправили там в Москву по каким-то так якобы делам. И как раз они попали на 9 мая, там очутились случайно совершенно с дядей Сашей. Таким образом, Муса Гареев и его стрелок Александр встретили победу в Москве. К нам с Кирьяновым тянутся сотни рук, нас целуют, обнимают, подбрасывают вверх, пишет в своей книге Гареев. Война кончилась. Позади 250 рекордных боевых вылетов, десятки уничтоженных самолетов и танков, сотни убитых солдат и офицеров противника. А впереди дорога домой. 10 лет тому назад 15-летний мальчик Муса Гареев ушел из села Таш-Чишма в Уфу учиться. Высоко подняла безвестного башкирского мальчика советская родина, и сегодня село Таш-Чишма встречает не деревенского пастушонка Мусу, а депутата Верховного Совета СССР, прославленного командира штурмовой эскадрильи, дважды Героя Советского Союза, гвардии майора Мусу Гайсановича Гареева. После войны началось массовое увольнение боевых летчиков в запас. Был списан на землю и Муса Гареев. У всех на слуху афганский, вьетнамский и другие синдромы. Но о синдроме Великой Отечественной войны как-то не принято было говорить. А он все-таки был. Это мальчишки, которые вот они там 18 лет попали на фронт, и ничего из тех, кто дожил до конца войны, они ничего, вот в этот момент становились лично, ничего кроме войны не видели. И вдруг все это прекратилось. И вот началось, кто там повесился, кто там застрелился, кто там спился и так далее. Кризис коснулся и Мусы Гареева. Выйти из него помогла семья, жена и маленький сынишка. К тому же прославленному летчику удалось устроиться в военно-транспортную авиацию. Была открыта новая страница его летной карьеры, которая пока засекречена. Скажем лишь, что он выполнял деликатные правительственные задания в Афганистане, Конго, Судане, Бирме, Индонезии. Зор герой. Башла да болған енді ол. Оңғанда болған. Жетішкен военный кіші болған енді. Екі тапқыр Советлар Союзы геройы оларға тілесәкім білдір алмай кетінде. Ол бүтін Башқұртстанға бір өзі екі тапқыр Советлар Союзы геройы. Біз оның білен ғұрурланабыз, хақладыр. Мусой Гареевым гордятся не только его односельчане. Он является гордостью всего Башкортостана и всей страны. Выдающийся скульптор-монументалист Николай Томский еще в 50-х годах запечатлел героя в бронзе. Его образ и ныне вдохновляет историков, писателей, художников. Прах Мусы Гайсиновича ныне покоится на высоком берегу Агидели в Парке Победы города Уфы. После выхода в отставку Муса Гареев возглавлял Республиканский комитет ДОСААФ, находился в перманентном конфликте с первым секретарем башкирского обкома КПСС Медхатом Шакировым. Но это уже другая история. Самое главное, что народ его боготворил, а он, помня заветы своего отца, беззаветно любил свою землю, как любил свое небо, любовью журавленка, который стал орлом.